Мои дорогие, Маш Дуалса, Хамсернокус, здравствуйте, мои дорогие. Только я включила камеру, у нас снова отключили свет, а перед этим буквально за 5 минут отключили и воду. Так, хочу все-таки, не снимала, думаю, ну сегодня не буду снимать, у меня есть отснятый ролик, все равно это все делалось, но решила снять просто сегодня, знаете что, вот с утра и до вечера я сниму, что я сегодня успела сделать из заказов. Вот, с утра пораньше, вот я налепила 10 котлет таких вот, они уже, видите, замороженные, просто я для вас показать вынула. Это сегодняшняя работа. Сделала вот этих вот 6 килограмм голубцов. Теперь мне дальше нужно замариновать баранью ногу. Мне нужно еще 5 куриц почистить и сделать что-то с ними. Но все, что... Сейчас, минутку, мне звонят. Так, и вот смотрите, девочки, я сегодня купила помидоры. Это наши местные помидоры. Даже не то, что местные, они с нашего села. И наши однофамильцы выращивают тепличные вот такие помидоры. Но они прям вот как будто бы домашние, прям огородные. И пахнут помидорами, и вкусные такие, и недорогие. Вот я сейчас посмотрела, где группа с овощами, и у нас в магазинах розовые помидоры стоят 340 рублей, а у них вот за 250. Правда, они не очень крупные, но мне крупнее и не надо. Вот сегодня купила ящик вот такой вот. Очень вкусные помидоры. И вы знаете, я действительно радуюсь, когда вот сами люди выращивают что-то. Как-то вспоминаю, что я тоже этим занималась когда-то. Правда, не теплицами, у меня теплиц не было, но я очень много выращивала, особенно огурцов. Так, ну что, мои дорогие, сейчас мы дальше займемся, значит, мариновкой баранины. Бараньи ножки вот такой вот. Это тоже заказ. Как я много раз говорила, готовую продукцию я не буду делать. А вот такие заморозки, ну, я согласилась, Танзила очень попросила, я согласилась. Так, сейчас мы первым делом ее осмолим. Так, значит, мы ее осмолим, потому что на баранине остается все-таки шерсть, и лучше ее осмолить. А потом, конечно, мы ее еще и промоем. Свет еще не дали нам. Но у меня работает генератор. Генератор мы починили. Дороговато, конечно, было удовольствие починить генератор. Мы заплатили 4000. Ну, вы извините, что я иногда говорю что-то дороговато, что-то. Это просто... Это же жизнь обычно. Мы же и в жизни так говорим. Вот я это сделала, было дорого. Вот Анзила позавчера или вчера, по-моему, мне звонит и говорит: мама, ой, я холодильник починила, мне холодильник починили так здорово, и всего за 7000, потому что мне сказали, за 9000 починят. Витринный холодильник у меня тоже сломался. Буквально через полгода, как я его сделала, он у меня снова сломался, мотор. Но дело в том, что у нас все это ломается из-за того, что у нас очень плохое электричество. Перепады электричества огромно, просто плохие. Хотя там в Осетии и не так, там у них получше, с электричеством не такие проблемы, но все равно. А у нас прям вот очень плохой. Баранина, друзья, у нас подорожала. Даже хорошо подорожала. Вот, ну, разные части стоят по-разному. Например, эта баранья ножка стоит 740 рублей за килограмм. Баранья корейка стоит 840 рублей за килограмм. Так что все дорого, все. Так, вода тоже не идет. Это просто сейчас у меня здесь вода, которая осталась в трубах. Так.
наверное, в принципе, у меня и на канале есть, как я мариную ножку, да? Может быть, и не надо будет показывать. Ну ладно, посмотрим. Если будет слишком длинно, то урежем. Так, здесь обычно бывают лимфоузлы. Нужно обязательно посмотреть, есть ли они здесь, чтобы это все не пахло. Если не убрать лимфоузлы, то от запаха баранины не избавиться. А так обычно, если убрать, то она меньше пахнет. Специфического запаха бывает меньше. Сейчас посмотрим, есть ли они здесь. Обычно вот на концах бывает с жиром. Да и разрезать лимфоузел нельзя. Если разрезать, то нужно помыть. Так, и вот здесь вот где-то, вот тут вот в середине тоже должен быть лимфоузел. Мы сейчас постараемся его разрезать и найти. Вот. Так, сейчас я, наверное, камеру поближе приставлю. Так, что-то и у нас и генератор отключился. Значит, вот здесь вот находится лимфоузел. Вот среди этого жира. Его нужно осторожно вытащить. Так, все-таки я его порезала немножко. Ничего, нож вычищу. Вот он, видите? Так, где тут камера-то? Вот этот вот разрезанный, это лимфоузел. Так, я сейчас постараюсь и дальше его вытащить. Нож я почистила. Все. Вот так вот. Вот он, видите, где находится? Вот здесь. Все. Теперь немножко вот так вот почистим. Лишний жир уберем. Ну, тут не очень много лишнего жира, но мы все равно вот это вот немножко срежем. Так вот. У нас очень любят ставить на стол баранью ножку. Я не буду ставить, если честно. Я поставлю просто ребра бараньи. Немножко ребра говяжьи, ребра баранины, стейки говяжьи. Вы видели, я мариновала. Я, правда, этот ролик еще не выпустила. Он будет, но, скорее всего, он будет послезавтра. Только сегодня будет другой ролик. Так что я тут ролики снимаю прям с запасом. Дело в том, что я эти ребра нет у меня, лежат еще. А вот стейки, которые я мариновала, их у меня купили. Я просто на интерес поставила их у меня в статус WhatsApp. Посмотреть, возьмут ли. Взяли. Я еще купила и замариновала. И для себя, и на продажу. Так что потихонечку все идет. Процесс. Так что немножко есть у меня и в запасе лишние. Ну, еще есть дни. Если люди захотят, купят. Не хотят, не пропадет. Мы их на ифтар жарили. Очень мальчикам понравились. Вкус был очень, маринад был действительно очень вкусный. Так что вот так вот. Так. Этот жир уберем. Так, и самое главное, друзья, я собиралась сегодня
очень хорошо поработать, но работать, наверное, много не получится, потому что сегодня у Мадины, у моей дочери, гости. Ну, вернее, не у нее самой, а у ее свекра, у родителей мужа. Ну, свекрови у нее нет, есть свекр и диверы, или как, я не знаю, как сказать, во множественном числе, ну, братья мужа. Короче, они сегодня, у них зикр, они дают садака. И звонила буквально недавно, бараны хотят на улицу. Овцы, вернее, да, бараны, овцы. Иногда забываю русский язык тоже. Так, ну вот так вот делаем надрезы. Главное, я еще чесночок не почистила. Просто хочу быстрее убрать ее, заморозить, чтобы уже не беспокоиться о баранине. Так, здесь что-то есть из лимфоузла. Они такие маленькие круглые штучки. Угу, сейчас, по-моему, вот один. Но они обычно бывают больше. Что-то у него они маленькие. Вот. Вот эти вот штучки. Маленькие у него очень лимфоузлы. Ну все. Больше вроде бы нет. Все сделали. Так, я сейчас отключусь, быстренько чесночок почищу. Приправы найду. Вернее, не найду, а поставлю. И мы быстро сделаем маринад. Все. Так, ну что, намаз сделали. Теперь быстренько начнем. Девочки, я не буду сейчас ставить, собирать все это, ставить. Я быстро-быстро все по ходу буду делать. Ну, если что, я вам ускорю. Так, значит, во все эти прорезы, которые мы сделали, мы вот так вот положим чесночок. Я его нарезаю, чтобы аромат лучше как бы распределился по мясу. Кто-то морковку кладет, я не знаю, я не люблю морковку класть сюда. Как-то морковка, наверное, в такой кусок мяса, который вот туда хорошо подойдет. При разрезе будет видно, интересно. Так. Пошла. Так, все. Теперь мы немножко в эти прорези и соли добавим, чтобы лучше просолилась. Соль у меня адыгейская. Так, сегодня у меня мальчики, я уже, по-моему, сказала. Я не сказала, я сказала, что у Мадины есть. Ну, у Мадины собираются на садака. Вот. Мальчики приглашены туда. Поэтому ужинать буду я в гордом одиночестве. Никого дома не будет. Так.
Но мы еще в маринад положим соль. Это я просто в эти дырочки, чтобы более просолилась наша баранина. Все. Так, теперь быстро приготовим маринад. Так. Так, сейчас, минуточку. Так, значит, что нам нужно? Соевый соус, паприка. Интересно, что тут я хоть снимаю-то? Видно. Так, что еще? Так, чесночный перец, аджика, соль. Все. Достали специи. Так, ну все, походу вроде бы все собрала. Сейчас быстренько. Так, соль. Значит, соль. На 3 килограмма баранины 1 ложка соли. Но от того, что у меня еще там я немножко... Ну ладно, пусть будет без горсти соль. Так, аджика. Нет аджики, красный перец чили добавите. Не аджика. А, тут тоже, между прочим, соль. Значит, я чуть-чуть соли уберу отсюда. Потому что и там просолено, и у нас будет соевый соус. Так, ну, теперь вот так вот аджику добавим. Да? Или лучше перец чили добавить, потому что в аджике соль. Значит, добавим немножко перец, потому что баранина должна быть остренькой. Так, что еще? Чили добавили. Добавим чесночный перец, пол чайной ложки. Добавим паприку. Так вот. Хорошая эта паприка оказалась. Добавим горчицу. Если хотите, можете дижонскую горчицу, ну, зернистую. Я сюда не хочу. Здесь будет это. Так, ну и 2-3 ложки соевого соуса. Так, и немножко букет кавказских трав. Тоже добавим. Все. Так, выпекать. Ну, это надо будет смотреть по вашей баранине. Ну, если она молодая, то 1,5 часа, 180 градусов. Где-то минимум хотя бы 1,5 часа должна быть. А так, может быть и больше. И 2 часа, и уже смотря какая у вас баранина. Это вам нужно смотреть. Так, где на перчатки? Так, мне там писали, что вы научились носить перчатки. Вы знаете, уже, в принципе, да, я не умею с ними ничего делать. И из-за того, что... Так, заказчица забрала свой заказ. Стейки, как я говорила, и котлеты у меня, которые утром я вам показывала. 10 котлет. Так, перчатки одеваю сейчас в основном из-за того, что у меня много царапин на руках. Бывает, причем часто. И потом вот это вот все жгучее, соленое не мешает. Но потихонечку учусь, между прочим. И мыть посуду этой, как его, азелитом. Вот азелитом помыла без перчаток. Потом пошла и в этой пылющей разбирала посуду, все это такое. И у меня очень сильно вот сейчас растресканы руки. Так что вчера поленилась, если честно, не пропарила. Они у меня и сейчас в таком непрезентабельном виде. После того, как вечером разговляешься, так как будто вот усталость какая-то на тебя нападает. Полежать хочется.
поспать, потом просыпаюсь и начинаю свои дела потом делать. Все-таки лень тоже у меня есть, что бы вы ни говорили. Ленюсь пойти пропарить себе руки. Хотя много чего и не надо для этого, да? Пока там сижу в телефоне, вот что-то делаю, они у меня и распарились. Но сегодня, наверное, сделаю. И крем мне Мадина еще не привезла. У нее очень хороший крем в этой верхнем Гринвеевской, да, по-моему. Очень хороший крем. Быстро руки заживают, если не потрескались. Все. Помассажировали мы нашего барашка. Теперь видимо, паприка хорошо покрашенная. Я даже с этих тапперверовских крышек не смогла вчера отмыть эту красноту. Так, красят, видимо, хорошо. Так, что теперь мне нужно делать манты, друзья, в первую очередь. Еще немножко мант, но это для этого мне нужно помыть посуду, потому что после этого набрана посуда у меня после заказа всего. Так. Сейчас мы сделаем. Сначала завернем пергамент. И дальше пойдем. Так, зарядка в телефоне. Зарядки нет в телефоне и выкидывает. Ой. Ничего, еще раз. Еще один раз вернем. Кашу маслом не испортишь, просто запекать буду не я. И я боюсь, если вот так вот я сделала, то она подумает, что это верхняя, нижняя часть, вернее. Поэтому заверну, от этого не будет хуже. Теперь я оставлю эту ножку часа на 4-5, ну пока не буду ложиться. Она там будет потихонечку мариноваться. Сейчас помою противень. И потом заморожу. Пойдет в заморозку. И потом с этой ножкой у меня, по-моему, 3 килограмма голубцов и 3 килограмма перцев. Вот сделаю эти перцы и голубцы, заморожу и отправлю. Вот как-то так. Ну, пошли дальше.